Отчет правительства – это 200-страничный документ в электронном виде. Он в открытом доступе представлен на сайте Госсовета. И здесь со множеством диаграмм и графиков представлены показатели по всем отраслям и сферам жизни. Алексей Песошин в своем выступлении обозначил основные моменты и приоритеты. Уважаемый Марат Готович, уважаемые депутаты Государственного совета. Сегодня в президиуме парламента пустовали два кресла. Рустам Минниханов в Москве, Фарид Мухаммедшин в отпуске. Заседание вел Марат Ахметов. Как отметил премьер, в минувшем году, несмотря на все вызовы, Татарстан продолжил социально-экономическое развитие. Для этого по поручению Рустама Минниханова был создан республиканский оперативный штаб. Аналогичные появились и на местном уровне. Для поддержки бизнеса, рынка труда и социальной сферы действуют федеральные и региональные меры. Принимая меры, позволили не только стабилизировать работу предприятий, кредитно-финансовых организаций, малого и среднего бизнеса, но и сохранить тенденцию роста экономики. По итогам 2022 года валовый региональный продукт республики составил 3 триллиона 865 миллиардов рублей. Несмотря на сложности и санкции, основные приоритеты в текущем году остаются прежними. Выступление премьер-министра длилось более 40 минут. Еще полчаса он отвечал на вопросы депутатов. Много спрашивали о мусорной реформе. Много проблем с работой того же рекоператора по ЖКХ. Есть вопросы по полигонам. Нет ясности в отношении завершения строительства МСЗ и нет никакого движения в части развития переработки отходов. Понятно, что реформа ТКО идет не такими темпами, как затеивалось. У нас это строительство мусоросжигающего завода осуществляется в рамках инвестиционного соглашения АГК. Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. И рассматриваются 3 предложения китайских инвесторов. Когда вы разберетесь с региональными представителями? Я не переработки, а вывоза мусора. Все, что творилось в начале года, показали по другим регионам. И садоводы платят дважды за вывоз мусора. Один раз за воздух, а другой за реальный вывоз. Вот навести порядок. Может быть, нам не нужны это региональные представители. Региональные операторы – это федеральный закон, да? Это закон надо выполнять. Другое дело, что если у вас есть случаи, где там СНТ платит дважды, но это вопрос для нашего разбирательства, дайте информацию, с этим мы разберемся. Также парламентариев интересовало развитие инфраструктуры пригородных поселков. Программа «Поселок» на республиканском уровне когда-нибудь будет принята. Я бы хотел это услышать, потому что меня спрашивают об этом депутаты Казанской городской думы. Я бы вам порекомендовал обняться с депутатами муниципальных образований, подойти к зеркалу и еще раз задать этот вопрос. Да? Этот вопрос должен решаться на муниципальном уровне. Все средства, которые выделяются в республике, муниципалитеты могут тратить так, как они это положено. Депутаты спросили, не планируется ли в преддверии летних каникул провести для школьников специальные занятия по использованию электросамокатов. Отношение к самокатам, мое, я бы это отменил бы. К ответу премьера присоединился представитель профильной правительственной комиссии. Обучение проводится в круглогодичном режиме. В мае месяце нам дополнительно усилим образовательный процесс в школьных учебных учреждениях перед тем, как дети выйдут на каникулы. В целом работу правительства депутаты оценили положительно. Уважаемый Алексей Валерьевич, благодарим вас и вашу команду за результативную работу в прошедшем непростом 2022 году. И, конечно, желаем вам выдержки и успешной работы в этом, может быть, даже более сложном году, 2023. Марат Готович, спасибо, взаимно. Я еще раз хочу поблагодарить депутатский корпус за совместную работу. Коллеги, поаплодируем. В повестке сессии сегодня было более 20 вопросов. Решением депутатов с нового учебного года школьные автобусы получат льготный проезд по платным дорогам. Также в Госсовете прибавится 1 депутат, работающий на профессиональной постоянной основе. До этого их было 22. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.